Привет, Галя, как дела? Привет! Нормально. Как настроение? Настроение, ну вот, как раз пришла за новогодним настроением в приемную Деда Мороза. Давай я задам тебе 50 вопросов, на которые ты должна ответить, не задумываясь. Давай. Давай начнем. Галя, лучшее, что случилось с тобой в уходящем году? У меня каждый день как праздник. Каждый день случаются всякие такие веселые, радостные, счастливые моменты, поэтому лучших воспоминаний и лучших ситуаций в этом году у меня куча, а одно назвать я не могу. А лучшее, что случилось с тобой сегодня? Сегодня лучше. Так, давно я не ела мороженое, и сегодня как раз попробовала русский пломбир, вкус детства. Наверное, это за сегодняшний день лучшее. Ой, я тоже люблю мороженое. А твой любимый праздник? Новый год. А расскажи про свой лучший маскарад в школе. Лучший маскарад я так в детском саду я была тигренком. Даже помню стих этот так. Эй, не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска. Что может заставить киску заплакать? Кого? Тебя заплакать. Меня заплакать, фильмы. Я очень мнимый человек, очень эмоциональный человек. Я плачу даже от мультфильмов. А существует ли еда, которую ты не кушаешь? Не кушаю, да? О, да, оленина. Что тебе не нравится в нашем Якутске? Не нравится? Да. Что же может мне не нравиться в моем родном городе Якутске? Так, пока все устраивает, но сейчас вот прямо сразу сказать, что не нравится, не могу. Но, наверное, все-таки наши жесткие холода. А чем, наоборот, восхищаешься? Чем что? Восхищаешься. Восхищаюсь талантливыми людьми. Какой косметикой пользуешься ты на каждый день? На каждый день детский крем для увлажнения. Так, зубная паста — это косметика, зубная паста — порошок, чтобы отбелить зубы. Так, и, не знаю, карандаш для бровей. Все? Последний человек, которому ты звонила? Дедушка. Писала в детстве письма Деду Морозу? Несколько раз. О чем были письма? Конечно же, о просьбе получить подарок какой-нибудь. Например, велосипед просила куклу Барби, Синди, наверное, и мозаику Белоснежку. А если бы твоя жизнь была бы песней, как она бы называлась? Песней? Да. Жизнь была бы песней, да. Как бы она называлась? Название твоей песни. Удивительная жизнь Гали. Оригинально. Туфли или кроссовки? Кроссовки. Какой суперспособностью ты бы хотела обладать? Летать. А нет, перемещаться. А если бы ты смогла дать совет себе 10-летней, то какой бы это был совет? Себе 10-летней девочке, да? Да. Совет. Давай вернемся в прошлое. Представь, что ты встретилась с Галей, которой 10 лет. Подумай 100 раз, прежде чем говорить. Первая песня, с которой ты выступила на сцене. Самая первая песня? Жил-да-был черный кот. Расскажи про процесс рождения твоих песен. Как приходит вдохновение? Вдохновение у меня обычно часто приходит по ночам, ночью, да, или под утро посещает. И стараюсь, когда муза приходит, ее не упускать, да, возможность такую, и где-то за 5-10 минут создаются мои песни. Приходит волна такая некая, да, и улавливаешь и пишешь, наверное, как-то так. А лучший совет, который тебе давали? Лучший совет, который мне давали: будь собой. А теперь вспомни про лучший комплимент. Комплимент? Лучший комплимент. Ты честная. Котенок или щенок? Так, котенок или щенок? Щенок. Что предпочитаешь из фастфуда? Из фастфуда картофель фри. Какую профессию ты бы выбрала, если бы не связала свою жизнь с музыкой? Профессия?
Ну, я по профессии журналист. Наверное, я бы стала журналистом каких-нибудь скандальных и скандалов и интриг. Смогла ли бы ты нарушить закон ради любимого человека? Да, я всегда нарушаю законы. А зачем тогда? Зачем они, если их нельзя нарушать? По шкале от 1 до 10, насколько ты сейчас довольна своей жизнью? 9. В платье какого цвета ты была на выпускном? Платье выпускной синий, голубой, волна, цвет волны. Расскажи, что ты кушала сегодня на обед. Я вообще сегодня не кушала кофе, так, кушала Мороженое. мороженое, все. Ну и Как обычно ты проводишь свой вечер? обычно провожу вечер. Вечер у меня... Нет, я вообще домой прихожу во сколько? 8-9 вечера, если это... Ну, если не позже. Или в 11-12 начинается мой вечер дома. И провожу, конечно же, с музыкой. С музыкой в душ, потом опять музыка. И спать. Любимый фильм за последние 5 лет? Ой, любимый... фильм или мультфильм? Ну, можешь мультфильм. Моана. Как планируешь встретить Новый год в этом году? Новый год. У нас сейчас намечается тур по республике с 1 января, поэтому я планировала сначала поехать в свой родной Вилюйск, потом все-таки, так как у нас уже график, решила остаться тут, отметить с друзьями, встретить Новый год и уже с 1 января начать свой тур. А ты уже украсила свой дом к Новому году? Нет, времени пока нету, но вот как раз сегодня уже ощутила это настроение, ощутила эту атмосферу, и, наверное, уже с завтрашнего дня начну искать елочку. Виноград или клубника? Виноград. Тебя легко удивить? Легко. Твоя любимая певица? Певица Ариана Гранде и Элия. Встрече с какой известной личностью ты бы обрадовалась? Со своим кумиром, наверное, все-таки с Николь Шерзингер. Ты, кстати, на нее похожа. Многие так говорят. Да, часто, но как бы наоборот, как говорится, то вот сначала радовала, а потом уже как-то начинает немножко надоедать, так как все-таки мы разные люди, да, все-таки надо воспринимать меня как Галя Виноград, а так воспринимаю его сейчас, как комплимент, так как она мой идол, там эталон красоты и так далее, поэтому для меня это большой комплимент. С кем тебя еще сравнивают? Меня, не знаю. Ты вела личный дневник в школе? Да, обязательно. Любимый вид спорта? Так, нет, не бег, не знаю, люблю смотреть на фигурное катание. Ты по утрам делаешь зарядку? Да, йога. Как ты представляешь отдых своей мечты? Улететь в какую-нибудь жаркую страну, на море. Хочу на Бали. А что тебя огорчает в последнее время? Огорчает, невозможность, нет, не невозможность, я не знаю, что огорчает. Грустные фильмы, наверное. А что тебя радует? Радует, не знаю, улыбка близких, друзей, счастье родных. Да. И последний вопрос. Если бы тебе разрешили изменить одну вещь в мире, то что бы это было? Изменить или добавить? Можешь добавить. Не знаю, хочу стать 8 чудом света. Ага, спасибо, Галя, за интересные ответы. Спасибо. Спасибо вам. Пока.